Здравствуйте все! Добро пожаловать на мой канал, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всем вам огромное спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Вам письмо из будущего, а вас для вас. Если тема интересна, посмотрите, пожалуйста, на песочек, загадайте на себя, так и спросите, какое письмо из будущего обо мне и для меня стоит мне узнать, услышать, получить. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем знать. Так, письмо. Во-первых, вы себе говорите, что вы будете богаты, у вас будут деньги. Огромная такая корзинка, полная до краев. Кстати, это не только про деньги, это, кстати, еще говорит о хорошем здоровье, о веселой жизни и каких-то вот таких безоблачных днях. Здесь наполнение полное идет. Жизнь наполняется, вы наполняетесь. Знаете, такое ощущение, что человек расцветает, ему прекрасно, ему светло, ему тепло, у него какие-то заботы, переживания уходят из его жизни, и он концентрируется на чем-то более сокровенном и важном для себя, для своего духовного развития. Здесь вот человек, который на коленях молит. Этот человек может говорить о том, что да, ваши молитвы будут услышаны и исполнены. За что просили, о ком молились, все это будет исполнено. Потому что вы особый человек, ваше слово, оно емкое и внесет в себе очень много информации. Информации как и о вас, и о том, о ком вы молитесь, либо за что вы молитесь. Здесь однозначно, вот что просили, что заказывали, обязательно исполнится. Так, еще я вижу женщину старенькую, женщину, которая, возможно, болеет сейчас, но которая поправится в будущем. Вы знаете, несмотря на какие-то сложные диагнозы, может быть, либо на какую-то сложную ситуацию, этой женщине будет отпущено гораздо больше, чем, например, кто-то смог бы спрогнозировать, либо там, может быть, вам там доктор что-то озвучил. Все сложится немножечко по-другому. И это будет, знаете, как сродни счастью, да, что вот у человека именно так все произошло, что Боженька посылает столько лет жизни, причем жизни, которая не в обременение, а наоборот, в радость идет для этой женщины жизнь. Может быть, это ваша бабушка, может быть, это ваша мамочка. То есть это какой-то близкий человек, за которого вы очень сильно переживаете. Так, здесь у вас цыпленок вышел. Цыпленок, ну вот он такой, да, еще не оперился. Цыпленок, я не знаю, как правильно называется этот возраст, да, это уже не пушистый маленький цыпленок, а вот между тем, как превращается цыпленок в курицу, да, либо в петуха, вот когда они все одинаковые, да, когда они только начинают вот этими перышками настоящими обрастать. Если знаете, как называется, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне тоже будет очень интересно. Вот у вас идет именно этот цыпленок. Он говорит о том, что вы сейчас в себе взращиваете, либо, как бы сказать, да, планируете что-то, что в будущем может действительно очень успешно, хорошо для вас быть монетизировано. Какая-то идея, какое-то, может быть, обучение вы проходите, либо какие-то, может быть, планы вы строите на свое будущее, на свое продвижение. Вы делаете все правильно. Не спешите в этом деле. Здесь нужно именно дать время на то, чтобы, может быть, где-то себя прокачать, либо действительно спланировать вот
по всем возможным и невозможным обстоятельствам, чтобы у вас был четкий план, который в случае чего мог бы там скорректироваться плюс-минус, да, но чтобы это все было вам в пользу. Кстати, хочу сказать, что у кого-то будет бизнес вдвоем, то есть какие-то партнерские отношения. Это может быть ваш любимый человек, а может быть какой-то хороший, замечательный там друг, товарищ, с кем вы вместе будете друг друга идеально дополнять в плане вот качеств, либо профессиональных качеств, кому вы сможете довериться полностью, как самому себе, и с кем действительно ваш бизнес будет процветать. Здесь очень важно будет вам, вот просто сразу хочу сказать, да, очень вам будет важно поделить обязанности очень четко, но при этом каждый из вас должен уметь заменить друг друга. Вот как-то так у вас должно быть полная взаимозаменяемость и, конечно же, четкое разделение между вами, кто чем занимается, чтобы у вас не было споров, либо чтобы у вас не было вот такого, да, что один все на себе тащит, а второй типа там командует, да. Один генератор, другой исполнитель. Нет, так не должно быть. У вас должно быть поровну, чтобы не было претензий. И опять же таки, если вы с человеком вместе, вы этому человеку доверились, тогда, значит, не надо влезть туда и не надо поучать. Да? Вот это неправильно, особенно критиковать, это нельзя. Так, я вижу, что у вас все хорошо пойдет. Может быть, не сразу, не в один момент, но бизнес будет расти. Будет расти, вы знаете, как цветочек. Сначала вот семечко проклюнется, потом, значит, стебелечек вылезет, лепесточек, второй лепесточек, завяжется бутончик, а потом будет цветение. Кстати, у вас еще какое-то, может быть, не одно направление в процессе добавится. Вот что-то вы найдете, какие-то идеи хорошие, какие-то, может быть, способы, возможности, может быть, какое-то расширение у вас обширное пойдет в вашем бизнесе. Это хорошее дело, хорошее занятие. Мало того, у кого-то еще отыграется, что вы этот бизнес как по наследству передадите там своим детям, а у кого-то отыграется, что в определенный момент вы просто очень выгодно это все продадите. И будете жить счастливую, обеспеченную жизнь, да? Не обремененную никакими там головными болями и переживаниями. Так, это вот прям важный такой кусочек вышел. Я думаю, что для кого-то это мега актуально. Здесь, смотрите, волк вышел. Волк, который воет на Луну. Смотрите, как он красивый, как его тут четко видно. Кстати, у волка очень длинный хвост. И вы видите, что под этим хвостом у нас один человечек, а здесь у нас второй человечек. Значит, девочки, в турецкой традиции волк, это святое. Простите, что так говорю, но так оно и есть. Как бы это прародитель тюрков, прародительница тюрков. И кто под тотемом волка здесь, эти люди, они под защитой высших сил. Знаете, вы духовно растете, вы духовно развиваетесь. Чем больше уровень вашего развития, тем ближе вы к тонкому миру, тем проще высшим силам вам помогать. Здесь однозначно вы будете под защитой. Причем, знаете, как под колпаком, но в хорошем смысле этого слова. То есть вам не нужно будет бояться каких-то там случаев, несчастных случаев, магических ситуаций и прочего. У вас защита будет просто какая-то непробиваемая. Но при этом вы должны понимать, что вас будут защищать не только от людей, но и от ситуаций. То есть будут моменты, например, вы собрались в поездку, да? Вы долго ее планировали, вы хотите эту поездку, вы едете в эту поездку, что-то происходит. В один момент, да, там самолеты не летают, машины там не ездят, там снега нападало. В общем, какая-то блокировка происходит. То есть это будет защита. Значит, вам туда ехать не надо. И если вы туда поедете, что-то нехорошее может случиться с вами, либо в вашей жизни. Понимаете? Здесь вы должны понимать, что это не будет блоком и запретом, либо какой-то неудачей. Наоборот, вас защитили, сохранили для вашего будущего. Мало того, тот человек, которого вы любите, вот прям сердцем и душой, за которого молитесь, он тоже от вас будет получать вот эту защиту. Особенно это отыграется в детях, понимаете? Вот вы как какой-то благословленный человек, да, и ваше продолжение, те люди, которые в вашем сердце, они тоже от вас будут черпать эти силы и также получать эту защиту. Вот как-то так идет.
Еще очень важный момент. Здесь человек с левой стороны пробивает стену к вам. Значит, с левой стороны это однозначно человек неизвестный вам, незнакомый. Он рвется в вашу жизнь. Рвется, просто понимаете, рвется, бьется. И он к вам придет с очень длинной дороги, с далекой дороги. Либо эта дорога длинная означает длительный временной промежуток, либо это действительно человек проделает какой-то сумасшедший просто, да, вот по длительности путь к вам. То есть там преодолеет там сколько-то там тысяч километров, чтобы быть с вами, либо быть в вашей жизни. Человек идет хороший, сразу хочу сказать, хороший, на вас очень сильно похож. Может быть, по менталитету вы и разные, но в каком-то восприятии жизни, в привычках, в поведении, в отношении вы очень похожи, будете зеркалить друг друга. Человек какой-то, вот знаете, он на лыжах едет, да, то есть на лыжах, то есть у человека... Понимаете, он как обеспеченный, что ли, человек, да, либо у него появятся эти средства, чтобы обеспечить и себя, и вас. Человек не жадный. У человека может быть какая-то нехорошая привычка, но при вашем, например, желании и помощи человек может от нее избавиться. У человека явно есть еще один человечек, это кто-то из его прошлого, может быть, ребенок его, либо мама, может быть, да, один близкий человек, вот прям самый-самый близкий. Но этот человек тоже вас полюбит. Хорошие люди идут в вашу жизнь. Так, еще. У кого-то, кстати, отыграется, что это человек не ваш, например, да, а, например, будущий муж вашей дочери, за которую вы очень сильно переживаете, либо будущая жена вашего сына. Вы знаете, вот ваши страхи, которые вы испытываете, да, за своих детей, либо за себя, они никогда не исполнятся. Они так и останутся пустыми мыслями, страхами, да, вот чем-то пустым таким, вот как воздушные шарики, да, ничего внутри нет. Так, мои милые, еще важный момент из будущего. Здесь домик выходит. Домик какой-то небольшой, но очень-очень уютный. Это ваш домик, потому что это ваше место силы. Вы этот домик заработали, заслужили. У кого-то, кстати, у кого есть уже домики, возможно, вы в будущем для себя вот прям собственными руками, да, по собственному проекту, по собственному желанию что-то построите, да, может это будет загородный домик, а может быть это будет какое-то ваше родовое гнездо, кто знает. То есть домик какой-то очень необычный и светлый. Так, еще мне очень нравится, что у вас, вот у многих из вас, вот так скажу правильно будет, у многих из вас здесь переезд какой-то глобальный идет, переезд, смена локации. У кого-то это переезд, например, с маленького городка в большой, у других это будет наоборот, а у третьих это будет просто какое-то мега путешествие чуть ли не на другой край земли, понимаете? То есть придется вам попутешествовать, но знаете, это перемещение будет к лучшему. И еще хочу сказать, я вижу, что кто-то сейчас пытается выбиться, да, вот прям пробиться, выбиться, да, как будто бы в шкарлупке сидит и никак не получается. Вроде как планируете, вроде как все там подготовили, да, а вам все время идут отказы, обломы и закрытие дорог. Вот если вы себя узнали, значит, вы только на меня не обижайтесь, но я скажу такую вещь. Конечно, вас очень жаль. И очень жаль, что вы впустую тратите столько времени, а кто-то даже и деньги тратит. Но то, что вы себе там думаете, планируете, для вас не будет хорошо. Вам туда не надо. Не надо. Это будет просто... какое-то разочарование в лучшем случае, а в худшем случае это будет просто катастрофа. Вам по судьбе осуществить то, что думаете, но это осуществится немножечко в другом формате. Это будет, например, если думали куда-то ехать, переезжать, это будет совершенно другое место. Если хотели какую-то работу, это будет совершенно другая работа. То есть это будет в другом формате и в другое время.
Здесь именно не противность судьбы, не злой рок, а именно наоборот благо для вас идет, помощь судьбы, помощь Вселенной и высших сил. Вы просто не понимаете сейчас, да, от вас это скрыто. Вы не можете понять, насколько это будет для вас нехорошо. Доверьтесь судьбе, доверьтесь, успокойтесь, поблагодарите Вселенную за то, что случилось, либо происходит именно так. И просто немножечко подождите, сконцентрируйтесь больше на себе, на своем здоровье. Потому что я вижу, что в данном случае и в вашей ситуации вы очень глубоко это все в себе переживаете, и это травмирует ваше здоровье. Позаботьтесь о себе, полюбите себя, и все у вас будет замечательно. В конце хочу сказать, что у меня здесь венец. В венце у меня человек. Человек, который смотрит на мир сверху. Человек, который, знаете, взошел на вершину. Ну, такой, знаете, царь, либо царица горы. Потому что действительно, видите, вы на возвышении на таком стоите. А придет время, у кого-то раньше, у кого-то позже, но вы себя почувствуете хозяйкой, либо хозяином своей судьбы. И это счастье, да, видеть этот мир и наслаждаться тем, кто вы есть, чем вы занимаетесь и чего вы в этой жизни добились. Это 100% исполнится. Хотите — верьте, хотите — нет. Но если вы зашли на эту отсыпочку, значит, так тому и быть. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.